Вітаю на Суспільному. Тема Дня Крим. В студії з вами я, ведуча Лариса Волошина. В четвер, 9 грудня, Кримсько-татарський ресурсний центр провів 12-ту сесію Кримського дискусійного клубу. Темою засідання була історична топоніміка Криму, сьогодення та майбутнє. Експерти обговорили та сформулювали логістику процесу щодо відновлення історичних назв Криму. На основі цієї дискусії Кримсько-татарським ресурсним центром були сформовані відповідні рекомендації для української влади, які будуть направлені до відповідних інстанцій. Тож детальніше про цю тему ми поговоримо сьогодні з нашим гостем. З нами на зв'язку Іскандер Барієв, член Меджлісу кримсько-татарського народу, голова Кримсько-татарського ресурсного центру. Вітаю вас, пане Іскандере. Добрий вечір. От моє перше питання, чому ми вже на 8-му році війни і на 8-му році декомунізації продовжуємо піднімати цю тему, адже в Україні є низка законів, в тому числі закон про декомунізацію, але чомусь саме Кримський півострів винесений за дужки. На ваш погляд, чи можливо на сьогоднішній момент все ж таки домогтися того, щоб окуповані населені пункти Криму, як, до речі, окуповані населені пункти Донбасу, щоб вони все ж таки змінили комуністичні назви на історичні? Ну, в первую очередь я хочу отметить, что Кримсько-татарское национальное движение поднимало вопрос о восстановлении топонимики или исторических названий, исторической топонимики Крыма с момента возвращения на родину, еще с 1989 года. И этот вопрос как раз он тесно связан с вопросами реабилитации и восстановления лиц, депортированных по национальному признаку. И поэтому, если в украинской практике на самом деле есть опыт возвращения исторических названий, когда были в 1994 году возвращены 4 названия населенных пунктов, и в последующем люди особо не замечали о том, что названия возвращены, и по сегодняшний день все помнят. И если мы сейчас спросим среднестатистического украинца, а коктейль вообще как назывался до 1994 года, то, соответственно, никто не назовет. Потому что на самом деле эти 4 названия были возвращены. Теперь, что касается дальнейших шагов и что необходимо было предпринимать, нам всегда аргументировали тем, что якобы это будет очень дорого стоить, что это нужно менять и во многих юридических документах названий, нужно менять таблички, это очень будет дорого стоить для Украины и так далее. Далее, конечно, процедура была связана, опять же, в том числе и с принятием решений местных советов. В 2014 году мы как раз-таки, когда инициировали принятие закона о коренных народов, в том числе народов Украины, мы в том числе и говорили о том, что нам необходимо вернуть исторические названия для того, чтобы вся мировая картография использовала те названия, которые примет украинская власть. И, соответственно, таким образом мы четко будем позиционировать и показывать оккупантам и гражданам Украины и жителям Крыма, кто все-таки в доме хозяин. Но, к сожалению, эти все моменты, они шли очень медленно. И действительно, в 2014 году, 17 апреля, долгожданный закон был принят, закон о восстановлении лиц, депортированных по национальному признаку. И в статье 5 там оговаривается о том, что с обращением коренного, депортированного народа могут восстанавливаться исторические названия без ущемления прав или согласования с местными громадами. Конечно же, это нам уже давало определенную возможность. Кроме того, уже в 2014 году, когда был принят данный закон, по сути дела, уже отсутствуют в Крыму де юре местные советы, отсутствует Верховная Рада Автономной Республики Крым, и поэтому все полномочия действуют Верховной Рады Украины. И мы даже готовили в те времена проекты постановления Верховной Рады для того, чтобы как можно быстрее можно было принять подобные решения. Далее, конечно же, наступая 2018-2019 годы,
когда принимается закон о декоммунизации, и принимается данный закон, и в рамках данного закона проводится уже работа, и, так сказать, возвращены 70 названий в Крыму, но с оговоркой. В том постановлении четко говорится о том, что на основании закона по декоммунизации возвращаются 70 названий, но связаны с коммунистическими названиями. Соответственно, это может, скажем, это будет реализовано только после оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Ну и третьим законом, который нам дает больше возможностей, больше оснований, это закон о коренных народах, где как раз-таки больше опирается данный закон, статья 4, на то, что по инициативе представительных органов коренных народов и самих коренных народов могут восстанавливаться исторические названия. Вот теперь, что нам дальше предпринимать и что мы будем делать? Но, во-первых, конечно же, когда мы говорим о восстановлении исторической топонимики, это же не просто прихоть, там, допустим, Искандера Бариева или еще кого-то, а это те процессы, которые связаны, опять же, с идентичностью коренных народов. Это те процессы, которые связаны с историей коренных народов на данной территории. Это те процессы, которые связаны и с национальным природопользованием, и национальным национальным, скажем, хозяйствованием. И поэтому, конечно же, исторические названия, они очень важны, чтобы они были возвращены. И с другой стороны, мы, конечно же, говорим о том, что, опять же, когда будет принято постанова Верховной Рады на основании 3 данных законов, то, соответственно, мы получим серьезный. Ну, вспомните, как реагувала Російська Федерація на прийняття закону о корінних народах. Ну, мені здається, вони навіть вимагали його скасувати. Конечно. Причем было заявление Государственной Думы Российской Федерации, были заявления Путина как президента Российской Федерации. Мало того, в тайной переписке, которую они раскрыли на своем сайте МИД Российской Федерации, они четко требуют одно из условий урегулирования вопроса на Донбассе, проблем на Донбассе, это как раз-таки, скажем, отмена закона о коренных народах. Так, я честно говорю, и я уверен в этом, я с 2014 года об этом говорю, что как раз-таки Российская Федерация очень сильно будет реагировать на эти процессы, и это будет очень серьезный посыл, серьезный удар по понятиям, по пропаганде русского мира и по действиям россиян. А теперь какие мы должны предусмотреть моменты и механизмы, которые мы оговаривали и на дискуссионном клубе, и с нашей экспертной командой. Мы понимаем, что если будет принята постанова Верховной Рады Украины, то, конечно же, должны быть в том числе и переписанные положения. Объясню почему. Потому что действительно сейчас многие дела находятся в производстве Национальной прокуратуры, Национальной полиции, прокуратуре Автономной Республики Крым, ГУСПУ, Главного управления СБУ Автономной Республики Крым, где, конечно же, скажем, употребляются сегодняшние названия тех населенных пунктов, где происходит то или иное событие или происходило. Или, допустим, международных документов. Кроме того, когда мы говорим о том, что наши соотечественники приезжают и получают паспорта или свидетельства о смерти, свидетельства о рождении и так далее. Поэтому до полной деоккупации как раз-таки в переходных положениях мы должны предусмотреть использование как, скажем, современного названия, так и исторического. И таким, но уже сама картография должна уже использоваться с историческими названиями. Причем я хочу обратить внимание наших телезрителей на то, что речь не идет только о названиях, допустим, крымско-татарских. И здесь названия и крымско-татарские, и караимские, и греческие, и немецкие, и армянские даже встречаются названия. Поэтому здесь речь идет об исторических названиях, потому что каждый населенный пункт имеет свою историю, каждый населенный пункт имеет свою легенду, и эта история и легенда, она отображена как раз в названии.
Ще одна новина, яка міститься на вашому сайті. Дані Кримськотатарського ресурсного центру свідчать про те, що в період з 17 по 21 роки в окупованому Криму було зафіксовано більше 7 тисяч порушень основних прав людини, з них 5 тисяч, більше 5 тисяч були вчинені щодо представників корінного кримськотатарського народу. І от у п'ятницю, 10 грудня, по всьому світу відзначали День прав людини. У цей же день ваш Кримськотатарський ресурсний центр запустив кампанію «Ціна окупації Криму», яка спрямована на те, аби нагадати міжнародному суспільству про окупацію Криму та порушення прав людини на півострові. От, пане Іскандере, в мене до вас питання. Що це за кампанія, скільки вона буде тривати і які ви очікуєте від неї результати? Ну, я зараз не питаю КПД, я не про це. Я про те, чим вона відрізняється від загалом тієї теми кримської, яка все ж таки звучить час від часу, бо Крим вже згадується. Але згадується як територія, де Росія чинить щось, чому світ не може завадити. Ну, на самом деле, мы вот как раз-таки с той первой темы, о которой мы оговаривали, мы начали неделю, правозащитную неделю, как раз посвященную, почему именно 9 декабря, потому что 9 декабря весь мир отмечает День памяти жертв геноцида. И, соответственно, конечно же, и депортации, и Холокост, и Голодомор это являются геноцидом, и они происходили на территории современной Украины. Поэтому мы, конечно же, посвятили и восстановлению этнической справедливости, это как последствия геноцида, именно восстановлению исторических топонимов. Теперь далее в рамках данной недели мы в том числе и посмотрели две такие крупные компании. Одна из компаний как раз на оккупации, а там, где понятно, что еще мы, конечно же, будем отслеживать от 10 декабря до 1 декабря еще что может придумать оккупационная власть или совершить оккупационная власть, какие правонарушения на территории Крыма. Но мы на момент 10 декабря собрали ту информацию, за которую Кримськотатарский ресурсный центр может нести полную ответственность, потому что это был системный анализ, и поэтому мы берем с 2017 по 2021 год. Потому что если мы будем брать более ранние периоды, то там могут быть неточности. Эта кампания она направлена на то, чтобы напомнить всему миру, напомнить украинским гражданам о том, какие преступления совершала Российская Федерация и на территории оккупированного Крыма. И когда видны конкретные цифры, когда на эти цифры можно опираться, и под каждую эту цифру можно дать показательную документацию, то, соответственно, конечно же, мы можем четко говорить о том, что делает на территории Крыма оккупант. А вторая компания, которую мы начали на день позже, это компания Stand Up for Political Prisoners, то есть «Встань за политического узника». И с помощью данной компании мы призываем каждого, скажем, неравнодушного проявить солидарность, написать хэштег «Stand Up for Political Prisoners», и непосредственно выбрать кого-то из политзаключенных. Мы специально поместили ссылки, где можно получить полный список имен, и, соответственно, каждый может написать от руки, может печатать с хэштегом, а может в том числе и скачать портрет того или иного. Так вот, эти все компании, они однозначно связаны. Потому что, с одной стороны, цена оккупации мы призываем размещать на своих страницах для того, чтобы масштабность преступлений Российской Федерации была видна воочию. И с другой стороны, конечно же, размещать хэштеги, в свои фотографии с хэштегами, проявлять солидарность с теми политузниками, которые находятся в местах несвободы. И поэтому вот здесь я, пользуясь случаем, хочу призвать всех небезразличных подключиться к данным компаниям. И поверьте, даже самый обычный учитель в школе или обычный водитель трамвая или обычный, скажем,
я не знаю, работник в системе здравоохранения, врач или санитар. А если присоединяться, то таким образом, в первую очередь, дадут посыл к третьей важной акции, которую мы проведем. Мы подведем итоги кампании «Аталых» или «Крестный отец», в рамках которой мы также инициировали кампанию «Депутат, помоги бранцам Кремля». И вот таким образом, чтобы обычные граждане Украины, обычные люди могли больше, скажем, проявить солидарность и, ну, скажем, пригласить или акцентировать внимание депутатов, политиков к тому, что нужно брать шефство над политузниками, политическое шефство, и поддерживать политузников на всех площадках. Я хотіла би перейти в нашій розмові до тих сенсів, які продукує офіційний Київ. 7 грудня відбулася телефонна розмова між президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом та президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Після цього 9 грудня Джозеф Байден подзвонив Володимиру Зеленському, президенту України, і вони обговорили і результати цієї розмови. А після цього, вже звітуючи перед українським народом про те, про що йшлося в розмові з Джозефом Байденом, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю одному з телеканалів сказав про те, припустив, чисто теоретично, гіпотетично, але припустив можливість проведення референдуму загальноукраїнського щодо статусу як окупованого Донбасу, так і Криму. Хоча, за словами президента, тут треба зазначити, що ніяких таких пропозицій до нього не поступало, і це було просто його припущення. От, пане Ескандере, от в мене питання. Референдум щодо Криму, загальноукраїнський, Крим в окупації. Є корінний народ, який визнаний Україною, і вирішення будь-чого по Криму без корінного народу неможливо. Як ви відноситесь до цієї заяви? Чи варто хвилюватися щодо цього? І як Росія відреагує на таку теоретичну пропозицію Києва поговорити за допомогою референдумів про Крим? Но, честно говоря, я не понимаю подобные заявления, тем более заявления из первых уст, потому что, когда мы говорим о референдуме, то, ну, извините меня, когда мы говорим о целостности Украины, о суверенитете Украины, то это вопрос конституционного уровня. И, соответственно, ну, давайте тогда поставим на референдум вопрос вообще об изменении Конституции в контексте именно вопросов административного устройства нашего государства. Это первое. Поэтому я считаю, что вот подобные заявления это не совсем корректные. Второе, вы правильно подметили, что как мы можем говорить о референдуме всеукраинском относительно Крыма, когда в 2014 году представительный орган коренного народа, Меджлис крымско-татарского народа, обратился к Верховной Раде Украины и всему украинскому народу о том, что крымские татары поддерживают суверенитет Украины, поддерживают украинского государства, и именно в тех границах, которые есть в соответствии с Конституцией Украины и которые признаны международным сообществом. Поэтому здесь, если дальше пойдут на такой путь, на такой шаг, то я думаю, что это будет зрада в отношении, большая часть которого находится на оккупированной территории. Пане Ескандере, в нас как раз является более уязвимым. И мы сегодня видим, что... Алло. У нас проблеми зі зв'язком трошки. Ну, зараз начебто налагодився зв'язок. Ми почули про те, що ви кажете, що це буде фактично зрада корінного народу, який знаходиться в умовах окупації і який зазнає утиску. Тому що, в принципі, на ваш погляд, ну тут є ще одна новина, яку я дуже хотіла, щоб ви прокоментували. 2 грудня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради пакет законопроєктів щодо множинного громадянства. Визначається, що документ пропонує дозволити громадянам України мати також громадянство інших країн.
Виняток складають громадяни тих держав, які визначені урядом як, тут я цитую, держави міграційного ризику. До цього переліку також входить і держава-агресор, тобто Росія. До цього 1 грудня під час звернення до Верховної Ради Володимир Зеленський якраз сказав про те, що це дуже потрібний документ, тому що українці за кордону вперше будуть відчувати себе українцями. Про це сказав Володимир Зеленський, виступаючи перед депутатами Верховної Ради. І ось маємо вже пояснення. Україна не визнає чинними російські паспорти, які були примусово видані громадянам України в окремих районах Донецької і Луганської області на окупованих територіях Криму. Про це повідомив народний депутат від «Слуги народу», представник президента України в Конституційному суді України Федір Веніславський. Пане Іскандере, ну тут в мене питання, я заплуталася. А як потім будуть розрізнятися ці паспорти, які отримані в окупованому Криму, не в окупованому Криму? Як це взагалі буде виглядати? На ваш погляд, які з них є невизнаними, які з них є все ж таки російськими? Скажіть, будь ласка, чи не бачите ви тут загрозу того, що рано чи пізно набуття російського паспорту в окупованому Криму важко буде пояснити, що це результат злочину агресора, і що цей паспорт, який Україна не збирається, до речі, визнавати, але тим не менш, що цей паспорт набутий на окупованій території, а не добровільно? На самом деле, действительно, неоднократно и правозащитные организации заявляли, и даже и украинские политики о том, что паспорта, полученные на оккупированных территориях, паспорта, это просто вынужденная мера для того, чтобы выжить. Мы же прекрасно понимаем, что без российского паспорта человек не сможет, скажем, медицинскую помощь и так далее и тому подобное. Поэтому здесь как раз таки в своих заявлениях президент, может быть, он с позитивной стороны пытался учесть, что вот как раз наших граждан, которые вынужденно получили паспорта на оккупированных территориях. Но, с другой стороны, вы правильно же и подметили, что действительно могут возникнуть серьезные проблемы, хотя по паспорту можно определить, где он выдан, в Крыму или там в Донецке, или какой на территории Российской Федерации, будет правильно так сказано. Но это небезопасно, и поэтому, учитывая то, что Украина находится в стадии войны, Украина находится под угрозой, поэтому вот как раз-таки подобные темы, прежде чем принимать решения, они должны быть очень тщательно изучены. И активно работает в направлении именно своей агентуры. И если с этими проблемами сталкиваются такие развитые и сильные страны, как Соединенные Штаты Америки, европейские страны, ну о чем можно говорить в Украине, когда как раз или проще им осуществить, с учетом, тем более, если двойного гражданства, и с учетом нужно, прежде чем что-то заявлять или предпринимать, нужно очень тщательно все взвесить. Дякую, пане Іскандере. З нами був Іскандер Барієв, член Меджлісу кримськотатарського народу, голова Кримськотатарського ресурсного центру. Я теж, в свою чергу, закликаю вас доєднатися до тієї акції, до тієї програми, яку трирівневої, яку нам анонсував пан Іскандер. Це програма, яку Кримськотатарський ресурсний центр запроваджує для того, щоб нагадати світу про окупацію, про жертв окупації. Тож на сайті Кримськотатарського ресурсного центру є всі вказівки, як доєднатися до програми «Ціна окупації». На цьому я з вами прощаюся. Цю програму для вас провела Лариса Волошина. Побачимося завтра, і я нагадую вам про необхідність берегти себе, берегти своїх близьких, вакцинуватися, тому що вакцинація рятує життя. На все добре.